Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Дорога особого значения. Тема север-юг на сегодняшний день считается очень важной. Как идет строительство трассы Шали-Бавлы, увидел Дмитрий Аренин. Можно и дом зарегистрировать, и прописаться в нем. Вот сейчас действуют эти послабления, нужно воспользоваться этой возможностью и оформить жилой дом. В особенностях оформления прав собственности на объекты недвижимости расскажет Вероника Гайнудинова. В поселке Победа Бугульминского района счета за воду бьют все рекорды. У нас за полив начислили неимоверно большую сумму. В ситуации разбиралась Алия Хайрудинова. В следующем году в Татарстане откроют новую скоростную трассу Алексеевская-Альметьевск. Она имеет большое значение для экономики республики и всего ПФО. К примеру, от Казани до Альметьевска можно будет доехать в 2 раза быстрее, за 2 часа. С вводом в строй этого участка в Татарстане появится новая скоростная платная трасса Шали-Бавлы. Она станет частью транспортного коридора Европа-Западный Китай. Дмитрий Аренин проехал 50 километров пути, увидел, как продвигаются работы и какие инновации используют строители. Трасса Шали-Бавлы будет дорогой первой А-категории. Здесь будет 4 полосы движения. Ширина проезжей части в каждую сторону составит 15 метров. На всей протяженности дороги будет установлено освещение. Сейчас строители прокладывают участок дороги от Алексеевского до Альметьевска. Его протяженность 145 километров. В несколько смен трудится 2500 специалистов и 1000 единиц спецтехники. 15 работаем, 15 не отдыхаем. Рабочий день, как обычно, всегда. Питание нормально. Чтобы строительство дороги шло быстрее, на ее протяжении возвели заводы по производству строительных материалов. Как говорят, благодаря современным технологиям дорожное покрытие будет износоустойчивым. 3 слоя асфальтобетонного покрытия из высокощебенистых смесей по методологии SuperPave, которая, позволяет получить асфальтобетон, который не подвержен колееобразованию. На магистрали возводят полсотни искусственных сооружений. Это дорожные развязки, мосты, путепроводы. Нашли общий язык с проектировщиками и остановились на мостах, путепроводах в металлическом исполнении. Потому что металл все-таки при правильном уходе долговечнее, чем другие конструкции. Сейчас на трассе прокладывают линию высокоскоростного интернета. С его помощью будет работать интеллектуальная транспортная система. Для чего это нужно? То есть это бесконтактное взимание платы, то есть не будет ни шлагбаумов, ничего, да, то есть машины будут идти в обычном своем режиме. Плюс контроль за потоком, то есть возникновение внештатных ситуаций, что-то еще, то есть чтобы оперативно отреагировать. Благодаря всем новшествам дорожного строительства интенсивность движения в республике существенно возрастет. Магистраль свяжет 2 федеральные трассы М7 Волга и М5 Урал. К примеру, от Казани до Альметьевска можно будет доехать всего за 2 часа. Пересечение 2 основных федеральных дорог, они будут связаны перемычкой. Это даст возможность передвигаться как в направлении восток-запад, так и в направлении север-юг. Поэтому огромное значение для экономики и Республики Татарстан, всего Поволжского, Уральского округа. Трасса Шали-Бавлы будет платной. Это проект государственно-частного партнерства. Соглашение заключили правительство республики и компания «Автострада». Объем инвестиций превысил 100 миллиардов рублей, при начальном 80 миллиардов. Как говорят водители, за быстрый проезд они готовы платить, но все будет зависеть от цены. Я сам готов платить, чтобы быстрее доехать, тем более, если дорогу строить, надеюсь, будет хорошая дорога. Да, нормально будет, если подешевле бы стоило, конечно. Срочно надо, любые деньги, наверное, будем платить. Трассу Шали-Бавлы планируют открыть в конце 2024 года. К этому моменту и определится стоимость проезда. Уже подсчитано, от новой дороги для Татарстана социально-экономический эффект составит 1,5 триллиона рублей. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Алексеевский район. В казанских СНТ появилась возможность ставить на учет дома и прописываться в них, хотя еще недавно такие сделки не регистрировали. Сегодня в Доме правительства озвучили новость, которую долго ждали столичные дачники и садоводы. Причем не пришлось даже менять закон. Это стало возможным по следам российских судебных практик. Мы рассказывали в марте, как многодетная семья Саттаровых не могла узаконить дом на даче. Им пришлось дойти до Госдумы. Как повторная дачная амнистия поможет другим не оказаться в такой же ситуации и почему нужно поторопиться с регистрацией домика в саду, расскажет Вероника Гайнудинова.
Никто не верил. Семья Саттаровых с 5 детьми с октября прошлого года пыталась поставить на учет свой дом в СНТ Воровского. В кадастровой палате оформили техплан и выдали техпаспорт, а Росреестр в регистрации отказал, так как жилые дома в садовых товариществах запрещены. Но в июне этого года им все одобрили. Уже получили документы на жилой дом, все, он жилой. Теперь ждем адрес, когда присвоят этому дому. Мы получим адрес в этом доме, все, я спокойно могу сюда детей прописать. Отказы в регистрации жилья стали приходить из Росреестра казанцам еще год назад. Тогда ведомство обязали сверять соответствие построенного дома с правилами землепользования и застройки муниципалитета. Они запрещают строительство жилья на территории СНТ. Но теперь можно обойти запрет местного законодательства. В течение года Росреестр вынужден был отказывать в регистрации жилого дома на территории СНТ. Но с июня месяца в связи с судебной практикой, сложившейся, Росреестром осуществляется регистрация жилых домов на территории СНТ. Правила землепользования и застройки не изменились. Ставить на учет дома позволяет вновь разработанная федеральная дачная амнистия. Она будет действовать до 1 марта 2031 года. За прошлый год по упрощенной системе в собственность оформлено более 2500 земельных участков, почти 18 тысяч жилых и садовых домов. А всего с 2016 года вовлечено в налоговый оборот более 93 тысяч объектов. Есть случаи, когда Росреестр даже при дачной амнистии не сможет поставить на учет жилую постройку. Зона с особыми условиями использования территории. У нас их вообще всего 28 видов, они установлены. Там от зоны подтоплений до зоны газораспределительных сетей, линий электропередач. Это у нас и охранные зоны, например, железнодорожных путей, ну и их огромное количество. И вот в этом случае, если, например, жилой дом, неважно, либо садовый дом, нарушает эти охранные зоны, то учет также Росреестр не проведет. Еще есть третья зона, в которой вот определен перечень кадастровых кварталов, которые также не могут быть использованы для строительства. В принципе, там запрещено строительство. Вот в этом году тоже граждане столкнулись с этой проблемой. Поэтому специалисты перед строительством жилого дома в СНТ советуют все-таки убедиться, возможно ли оно конкретно в этом месте, а также рекомендуют поторопиться, пока есть послабление. Каким станет закон после 2031 года, неизвестно. Вероника Гайнудинова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Снесут или оставят? Какая реформа ждет гаражные кооперативы Казани? И важно ли мнение автовладельцев? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Садоводы в Тукаевском районе бьют тревогу. 600 килограммов мертвой рыбы нашли в озере СНТ «Ивушка». Такой неприятный улов обнаружили местные жители. Они тут же обратились к экологам, чтобы выяснить причину мора и не грозит ли это более масштабными последствиями. Это она неадекватная, она даже не боится людей, особо стоит и смотрит. Дикая утка уже не проявляет активность. Дачники переживают, птица может погибнуть, так же, как это случилось с рыбой. Гибнуть начала в среду, в четверг. И во время подачи воды у нас начали забиваться насосные станции. То есть пришлось отключать для насосной станции для очистки водопровода. По словам председателя садоводческого товарищества, вода в пруду опускалась и на более низкий уровень. Открывались даже острова, но рыба не погибала. Считают, жара не главная причина. В этом году, Геннадий, ты в 2010 году здесь же не работал. Помнишь, какая жара была? Ничего не всплыло. И ничего не всплыло. Я приехал. В 21 году жара. В 21 году стоял. Как я приехал сюда, сороковник стоял. А это полный набрат, и это рыба вся была целая. Рыба погибла из-за отравления воды химикатами, считают садоводы. По их предположениям, в водоем после дождей могли попасть удобрения с полей. Также дачники винят организацию, производящую сельхозудобрения у села Беклянь. Стоит в мешках удобрения у них. Я специально ездил. На улице. И вот вижу складка местности, что вполне возможно. Эти мешки пропускают воду, по-любому. Вполне возможно, утечка была. А дождь был ночью очень проливной. Ручейки туда-сюда и могло попасть сюда. Обеспокоенные дачники вызвали участкового и экологов. Последние отобрали пробы воды. При визуальном осмотре источников сброса в водный объект
не установлено. Предварительной причиной мора рыбы могло явиться нехватка кислорода. А это аномальная жара, интенсивное водопотребление садоводами воды из пруда для полива зеленых насаждений, в связи с чем идет резкое обмеление водоема. Проблема обмеления водоемов стала актуальна для всей республики. Несколько дней назад мы рассказывали об иссыхающем озере Подборное в Нижнекамске. Экологи видят проблему в неумеренном потреблении воды дачниками и отсутствием осадков. Местные жители считают, что главная причина в коллекторе. Каждый год сточная вода из города топит местные огороды. То, что приходит вместе с ней, откладывается на дне водоема. Хватит где-то дней 10, это максимум. Вот как сейчас быть здесь? Это глобальная катастрофа. Мы озеро это потеряли, можно сказать. Это 1000 кубов песка, ила. Надо его как-то намывать, вывозить. По словам тукаевских садоводов, обмеление их водоема тоже произошло из-за смыва грунта с полей. Собственных средств на очистку и углубление у дачников нет, поэтому они надеются, что администрация Тукаевского района обратит внимание и посодействует в решении этой проблемы. А пока ждут результатов проб, взятых экологами. Светлана Звонарева, Лисян Габдрашитова, Кирилл Хабзей, ТНВ, Тукаевский район. Сегодня МЧС и синоптики распространили штормовое предупреждение. Завтра в течение дня на территории республики ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют во время непогоды находиться в помещении и не оставлять детей без присмотра. При этом в республике будет тепло до плюс 26. На территории республики в последние дни установилась неустойчивая погода. Временами отмечаются кратковременные дожди, гремят грозы. Ну и температурный фон порядка от 20 до 26 градусов. Сегодня на западе воздух прогрелся до 29 градусов. В ближайшие 4-5 дней такой характер погоды сохранится. Жители поселка Победа Бугульминского района вступили в схватку с одной из самых крупных местных коммунальных компаний «Бугульма-Водоканал». Они атакуют различные инстанции и просят разобраться в истории, которая затягивает их в долговую яму. Все дело в том, что с мая им приходят большие счета за полив огорода. Только за май и июнь 15-20 тысяч рублей. Алия Хайрудинова отправилась в район и попыталась разобраться, победят ли в этой борьбе жителя. У нас за полив начислили неимоверно большую сумму. 8371. Это за май и добавочно июнь 12 907 рублей. 120 кубов. Теперь у Латыповых долг почти 13 тысяч рублей. Такой счет прислали ветерану труда 86-летней Халиме Латыповой. При пенсии в 20 тысяч, говорит, сумма неподъемная. В мае шли дожди. Картошку начинаем сажать только в конце мая, 20-х числах мы посадили. А другие растения в июне. Мы обратились к коммерческому директору водоканала Маркелов Никита Владимирович. Везде, он сказал, расход воды большой. И стал ссылаться на закон 131 от 21 августа 2021 года. Такие огромные суммы стали приходить только в 2023 году. 11 кубов норматив. Общая сумма на 10 938. Раиса Канипова тоже пенсионерка. Судя по счетам, полив в мае ей обойдется в 11 тысяч рублей. Говорит, в прошлом году платили в 30 раз меньше. В апреле месяце были контролеры с водоканала. Нам принесли уведомление, где было просто указано, это установите счетчик, и это сроков ничего нет. Бумага самая, даже год там 22 написано. Но никаких угрожающих тарифов ничего нам не говорили. Раньше сумму за воду рассчитывали по 11 кубометров на человека. В мае этого года водоканал составил список жителей, у кого не установлен счетчик. Согласно жилищному кодексу, если прибор учета отсутствует, начисление производится из расчета площади земельного участка. В Татарстане это 0,064 кубических метров воды на сотку. Тариф за кубометр поливочной воды в Бугульминском районе 43 рубля 60 копеек. Его устанавливает Госкомитет по тарифам. Получается, в месяц за сотку набегает 279 рублей. Я в прошлом месяце не стал платить, потому что очень большая сумма получилась. Этот месяц еще столько же прислали. И получилось 17 тысяч у меня. Без счетчика и с огромным долгом. Теперь и Михаил Сухоруков. В собственности у пенсионера 36 соток. Засеяна лишь 6-я часть. Но плату прислали за весь земельный участок. Вычли только территорию под домом и хозпостройками. Я с государством судиться не собираюсь. Я уже пробовал
это бесполезное занятие. Так что придется оплатить, никуда не денется. Но не хотелось бы. В поселке Победа зарегистрированы 480 человек. Эту проблему жители могли избежать, говорит глава Большефедоровского сельского поселения. Многие вовремя установили приборы учета и сейчас платят только за то, что потребили. Мы объяснили народу. Когда нас собирали в администрации, мы встречались с руководством водоканала. Они нам дали список, у кого нету счетчики. И они сказали, если кто счетчик не поставит за май месяц, в конце мая или за май месяц, в течение мая месяца, им будет выставляться от квадратного метра, общий квадратный метр за полив, за воду. С каждым человеком мы обсуждали про это. Что надо ставить счетчики, чтобы не было такой ситуации, чтобы конфликтные. Такая ситуация с огромными счетами за воду в Бугульминском районе не первая и, похоже, не последняя. Так, в деревне Елховка жителям решили выставить счет за несуществующую услугу – за родниковую воду. Год назад жители села Новая Александровка тоже получили счет с долгами. У них также не было счетчиков. Но мы там через прокуратуру, через милицию, через это все как бы регулировали, потому что там связались прокуратура, потому что у людей больше 100 тысяч, 170 тысяч даже приходили штрафы. Мы обратились за комментарием в Бугульма-водоканал. Здесь не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись, что руководитель в отпуске, а заместители на выезде. Весь день. Сегодня прислали ответ. Абонентам, которым начисляется нормативная плата, в том числе жителям поселка Победа, неоднократно были направлены и вручены нарочные уведомления о необходимости установки индивидуального прибора учета. Перед поливным сезоном была проведена рабочая встреча с главами сельских поселений, которым подробно были разъяснены порядок начисления за полив в случае отсутствия установленного прибора учета. Сами жители говорят, они не знали, что получат такие счета. Их спрашивали только о наличии приборов учета. Хочется верить, стороны придут к компромиссу. Большинство жителей пенсионеры и заплатить разово такие суммы не смогут. Возможно, водоканал пойдет им навстречу, аннулирует счета и даст возможность перейти на оплату по счетчику. Алия Хайрудинова, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Продолжается визит делегации Татарстана в Турцию. Сегодня Рустам Минниханов в провинции Конья встретился с председателем промышленной палаты. Посетил заводы по производству сельхозоборудования, тракторов и двигателей. Татарстан намерен расширять сотрудничество с этим регионом страны, в частности в сфере АПК. Конья – крупнейшая провинция Турции, лидер в сфере машиностроения. Эти тракторы могут появиться на полях Татарстана уже в ближайшее время. Один из них лично протестировал Рустам Минниханов. Он посетил завод «Тюмасан» в городе Конье. Технику оценил и отметил, нужно продумать варианты сотрудничества. Завод – один из крупнейших производителей тракторов и дизельных двигателей в Турции. В год с конвейеров сходят 45 тысяч сельхозтехники и 75 тысяч двигателей. Второй завод, который посетил рейс Татарстана, это «Имаш». Здесь выпускают элеваторы и зерноперерабатывающие комплексы. Для аграрного Татарстана они представляют большой интерес. Здесь мы производим, в принципе, оборудование для мукомольных заводов. Рустам Минниханов отметил, в республике успешно работают 10 заводов с турецкими вложениями и предложил руководству компании рассмотреть вариант локализации производства на территории нашей республики. Изучить российский рынок, если у вас будет желание, мы можем подобрать площадки. Детально о перспективах сотрудничества Рустам Минниханов говорил с председателем промышленной палаты провинции Конья Мустафой Бюкегеном. Раис республики отметил, Татарстан и Турцию связывают давние плодотворные торгово-экономические отношения. В прошлом году товарооборот превысил $1 миллиард. Это в 2 раза больше, чем в 2021. Я уверен, что вы почувствовали себя в Конье, как у себя дома. Турция – один из главных экономических партнеров Татарстана. Их бизнес внес в республику порядка $2 миллиардов инвестиций. Турецкий бизнес очень серьезно представлен у нас. Это заслуга господина Эрдогана. После его визита ряд крупных промышленных групп пошли со своими предприятиями
республики. Раис республики рассказал о потенциале Татарстана и отметил главную цель – запустить несколько проектов, которые станут примером для остальных. События, которые происходят, когда ряд европейских стран сворачивает свои контакты с Россией, мы видим активную работу нашего бизнеса, турецкого бизнеса. Во второй половине дня Раис Татарстана встретился с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном. Он выразил заинтересованность в развитии товарооборота и инвестиционного сотрудничества. Турецкие компании выбирают Татарстан для выхода на российский рынок. Вы всегда поддерживали наших инвесторов, и мы благодарим вас за это. Также Махмут Гюрджан высоко оценил работу Рустама Минниханова как руководителя группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Раис Татарстана пригласил бизнесменов Кони в Татарстан, чтобы лично познакомиться с инвестиционным климатом региона и найти площадки для новых совместных проектов. Нафиса Минязова, Марат Саидгараев, ТНВ, Турция. Сегодня Минтимир Шаймиев посетил выставку декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции». Она открылась в рамках международного фестиваля «Возрождение. Эпос в современном прочтении». В выставочных залах присутственных мест Казанского Кремля представили более 400 уникальных работ мастеров со всей России – Дагестана, Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Здесь авторские куклы, ювелирные изделия, экспонаты оружейного, камнерезного искусства. Есть изделия из керамики и фарфора. С историей их создания ознакомился государственный советник республики. Минтимир Шаймиев выразил восхищение представленными работами и подчеркнул, выставка усиливает основную идею фестиваля, который проходит в эти дни в Болгаре. Это возрождение духовного наследия наших народов. В Нижнекамске началось строительство ледового дворца «Танека-Арена». Рабочие уже забили первые сваи в основании будущего манежа. Проект поддержала Татнефть после обращения к ним работников нижнекамских предприятий компании. Когда откроется новый каток и хоккейная школа «Акбарс», узнаем из репортажа. Сейчас забивают сваи, затем начнут бетонировать фундамент. Ледовый дворец строят в центре города на пересечении проспектов Мира и Строителей. Открытие в декабре. Его особенно ждут юные нижнекамцы, в том числе Данияр Аглиуллин. Я очень люблю хоккей. Я классно катаюсь на коньках. Меня кататься на коньках научили в садике. Площадь нового дворца более 3000 квадратных метров. Сама хоккейная площадка 60 на 26 метров. Будет тренажерный зал, 4 раздевалки. Проект полностью финансируется компанией «Татнефть». Тот объект, который вы видите, на котором мы сейчас с вами присутствуем, это также инициатива компании «Татнефть», лично генерального директора компании «Татнефть» Маганова Нальфача, в ответ на обращение работников нижнекамских предприятий группы «Татнефть» здесь. С открытием Танека-арены в Нижнекамске появится и хоккейная школа при Академии хоккея «Акбарс» имени Моисеева. Мы будем использовать те же методики, которые опробированы уже в городе Альметьевске и в городе Казани в системе Академии «Акбарс». Набор ребят 3 возрастов начнут уже в сентябре. Здесь будут заниматься дети работников Татнефти и другие неравнодушные к спорту нижнекамцы. Пошел 4-й год, как я занимаюсь хоккеем. Я жду, что больше будет тренировок, игр, дополнительных тренировок. Будет еще больше развит хоккей в нашем городе. Танека-арена в свободное от хоккейных тренировок время будет использоваться для любительских турниров, тренировок по фигурному катанию и массового катания горожан. Как отметил Ильшат Салахов, социальная ответственность встроена в ДНК Татнефти. В прошлом году при поддержке компании в Нижнекамске открыли 38-й лицей и детский сад «Эврика» на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Компания поддержала строительство Центра экстренной медицины, где появился первый в городе магнитно-резонансный томограф. Обустроила ратник «Митягин-Ключ» и сейчас благоустраивает главную достопримечательность города – ратник в поселке Красный Ключ. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Наша следующая информация для вас, уважаемые телезрители. В связи с техническими помехами на спутнике ТНВ и ТНВ Планета, а также Болгарадиуса могут возникать кратковременные перерывы в вещании телеканала и радиостанции. Сейчас оператор спутникового вещания проводит работы по их устранению. Завтра ТНВ проводит плановые ремонтно-профилактические работы. В связи с этим вещание телеканалов ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян ТВ, Майдан, утреннее включение на телеканале ОТР, а также вещание радиоканала Болгарадиуса с 2 ночи до 9 утра транслироваться не будет. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся.
Хотите проверить иммунитет? Оцените уровень витамина D и антител к COVID-19 по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. В аптеках Фармленд летняя фишка. Покупай в Фармленде, получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Все лето в Казанском цирке. Легендарный цирк Никулина. Подари себе счастье, и все будет хорошо. Премиальный внедорожник Exit – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июле с выгодой до 670 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Лето, жара. Насладитесь сочной ликвидацией в сети ювелирных салонов «Яхант». Насыщенные краски рубинов, сапфиров и изумрудов, сияние бриллиантов и золота со скидкой до 60%. Проведите лето со вкусом. «Яхант». Рады удивлять. Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по направлениям теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251 01 55. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Изготовление любой корпусной мебели Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. Очень теплая и неустойчивая погода ожидается в предстоящие сутки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ночью ожидается 15 градусов тепла, днем около 24 градусов выше 0. В набережных Челнах, в Нижнекамске и Елабуге иная ситуация. Вероятность осадков небольшая. Ожидается ночью около 15 градусов тепла, в дневное время около 25 градусов со знаком плюс. Небольшие дожди возможны в утренние часы в Агрызии, Менделеевске, Актаныше. В ночное время ожидается 15 градусов тепла, а днем плюс 24. В Арске, Кукмаре, Балтаси небольшая облачность без существенных осадков. Температура в ночные часы около 13 тепла, днем плюс 26. В Болгаре, Дрыжином, Буинске небольшая облачность, ночью без осадков. Ожидается до 17 тепла ночью и днем 26. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше без осадков, ночью около 16 тепла, днем 26 градусов со знаком плюс. В четверг температура немного понизится, местами пройдут дожди. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани ожидается малооблачная погода. Днем не исключены небольшие дожди, ночью около 17 градусов выше 0, днем плюс 25. Ветер юго-западного направления, атмосферное давление и влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли спокойное. Оставайтесь в ТНВ и берегите себя.